А мы жильцы этого дома, Да? мы тоже пришли к вам. Вот жилец первой квартиры тоже. У них тоже немного провалились полы. У меня уже сделано. Но у нее уже сделали. Что ко мне смысла нету. Ага. Есть. Рассказывай. Когда провалилась... Вот так вот и живем. Уже вторую неделю буквально. С 3 маленькими детьми. Звонили в управляющую компанию. Все бездействуют. Они обещают, что... Как они говорят, что это ваша собственность, вы должны делать все сами. А скинет-то лаги-то их. Да, лаги их не, они должны делать лаги. Они лаги должны делать, а мы должны пол делать. Управляющая компания. В таких Они условиях. ничего не хотят делать. Многодетная семья, 3 маленьких детей. Провалятся дети, мало ли. Все равно не уследишь за всеми. А управляющая компания как называется? Спецмонтаж-сервис. А в администрацию В жаловались? администрацию жаловались, писали, вот у нас соседи судятся до сих пор по срокам переселения. У нас был срок переселения в 27 году. В прошлом году они высудили, что нас на год поставили меньше в 26-м. А сейчас вот у нас 13 мая опять будет суд, чтобы нас уже в 22-м снесли все-таки. Мгм. Потому что в таких условиях жить с детьми, я не знаю даже. Дом-то 59-го года тут плюнуть-то уже негде, буквально разваливается все. Вот эта стена скоро рухнет в подъезд. Она выгнулась уже до невозможности. Да нельзя. И управляющая компания Севермонтаж, спецмонтаж, она ничего не хочет делать, абсолютно ничего не хочет делать. На улице такая же история. Статья у меня даже есть. Я тоже обращалась в администрацию, когда приходили с прокуратуры. С администрации сказали, что жить можно. А у меня там вот такая дырка была. Даже через кухню было видно, ну, через пол траву зеленую. А с администрации пришел ответ, что жить можно. И после этого, что я поняла, что это бесполезно, я сделала пол на кухне. Ну, уже не знаю, сколько времени прошло. Ну, может, лет 5. 2008 года мы судились с этой управляющей компанией. Вот. И у нас, посмотрите, какие подтеки оранжевого цвета, да? Потому что на крыше, на черепице, вернее, на шифере, вот такие дырки. Огромные. Мы даже можем вас провести в наш подъезд и показать эти дыры на крыше. Вот. И мы, естественно, я живу на 1-м этаже, в другом подъезде, в 1-м подъезде. У меня от соседа протекло, соответственно, на потолке образовались пятна в одной из комнат. Вот. Тоже жаловались, в управляющую компанию обращались, никто не хотел делать крышу, пока наш дом не признали аварийным в 2020 году. Только тогда они пришли, стали нам ремонтировать крышу, и то ее до конца... И то, по-моему, по суду же. И то по суду, потому что сосед 6-й квартиры у нас судился с управляющей компанией, и после этого они пришли, кое-как залатали дыры, и то не все. У нас еще крыша так и как была дырявая, так и осталась дырявая. Местами там чуть-чуть шифер, старый шифер и ржавое железо откуда-то со старых домов привезли, немножко там прибили. Вот эти доски, это верхний пол, и еще черный пол, второй пол под этими досками. Черновой или как? Черновой пол, вот он весь провалился в подвал. У нас подвал 1,5 метра. Мы можем сами провалиться вместе с этим полом, и нам могут уже прогнившие бревна упасть просто на голову, всем обрушится потолок или крыша, и нас просто раздавит здесь. Мы не знаем, мы живем как на пороховой бочке. Пойдемте смотреть фундамент. Да, а потом еще с той стороны покажем. Сейчас вот надо вот у дочки пол делать в комнате, потому что та же самая история. Вот даже доски выпирают. Смотрите, да, Но вот дырку это не вот видно. уже обрушилось, кирпичи треснули, это все провалится в любой момент. И вот так оставлять это нельзя. С этой стороны, видите? И давайте с той стороны дома тоже пойдемте посмотрим, что там творится. Вот это все тоже уже треснуло, видите, там заделывали. Да, это уже старая управляющая компания. Кое-как, когда мы уже к ней обращались, единственное, что она смогла сделать, это вот цементом заделать вот эту трещину. Вот здесь была трещина большая, где-то рука проходила в эту трещину. И вот там они кое-как заделали цементом. Больше они ничего не хотят делать. Видите, прогнулась стена.
Это вот в 9-й квартире, у которых провалился пол. Да она выгнута сюда, что ли? Да, да. Это у которых провалился пол в ванной. Вот это вот, посмотрите, это разве нормально? Это ненормально. Вот так вот жить невозможно в таком доме, который Страдает только первый этаж. в Второй любом- этаж идеально, у них все да, прекрасно. в любой Ну, момент правильно может было рухнуть. Мгм, мгм.